80 лет на этой неделе исполнилось Петру Столповскому. В коме он переехал из Красноярского края, как он сам говорит, чтобы жить, любить и творить. Моя коллега Ксения Лосева задала несколько вопросов писателю. Петр Митрофанович, мы еще раз поздравляем вас с юбилеем. Расскажите, когда вы приехали в Коми, что на вас, как на писателя, произвело самое большое впечатление? Люди. Потом природа. Люди замечательные здесь. И вот сколько я здесь живу, уже много лет живу, я еще не разочаровался. Хорошие люди здесь. Наверное, северная природа, она, помогает человеку быть человеком. Я бы советовал людям, которые не могут найти себе место на планете, побывать здесь, походить, и он сразу и поймет, что ему нужно. Ему легче будет определиться в своей жизни. Вы очень много пишете о подростках и для подростков. Как вы считаете, что им сейчас нужно и читают ли они вообще? Приучать к чтению прежде всего должны родители, а потом уже дальше уже появятся люди, к которому подростка будет тянуть, они уже будут его читать. И таким образом сформируется из него приличный человек. Читающий, думающий, уважающий, рядом стоящего, живущего и так далее, и так далее. И это обязательный путь ко взрослости. Не могу не спросить о вашем отношении к тому, что все больше человек читают с помощью гаджетов, в интернете. Уйдет ли бумажная книга или нет из нашей обычной жизни? Нет, она не уйдет. Во всяком случае, если уйдет, то очень не скоро. Бумажная книга – это великое дело. Люди, они не задумываются о том, что они держат книгу перед собой, они листают, переворачивают страницы. Обыденное дело, о чем тут говорить вроде бы. А потом уже, когда он взрослеет или еще что-то, он о книге начинает вспоминать как о чем-то таком. Он побывал там, куда дураков не пускают, а я там был. А есть такие молодые творцы в Коми, на ваш взгляд, которые способны перенять ту эстафету, и поддерживать достойный уровень литературы в Коми? Есть люди, которые хотят этого. Но хотеть это хорошо, конечно, но не всегда получается. Нужно стараться. Всех ведь не будешь держать за руку и диктовать ему вот так, делай это слушай, это не слушает. Это глупость будет. Это ничему не научит человека. Он должен учить себя. Если он сам не научится, значит, он просто не способен к этому. Нужно другим делом заниматься. Жизнь, она собирает в себе все лучшее, отсевает худшее. Поэтому мы и любуемся ею потом, и вспоминаем. Говорят, что многие творческие люди не выходят на пенсию. Чем вы занимаетесь в свободное от писательства время? Я люблю работать руками еще. Это, наверное, с детства у меня было. Я занимаюсь резьбой по дереву или еще что-то. Если я что-то увижу такое интересное, я должен сделать лучше. Из железа или еще что-то. Я начинаю что-то ворочать и делаю. И появляется что-то, и мне удивляются. Откуда это ты взял? Откуда? Из головы. Говорят, твоя голова чемодан, что ли? Оттуда взял. У вас есть какое-то жизненное кредо? Жизненное кредо. Я тут никакую Америку не открою. У людей, которые хотят быть людьми, кредо одно. Нужно честно относиться
к людям, к жизни, не выпячиваться ни в коем случае, потому что это вредит. Нужно жить таким образом, чтобы на тебя смотрели и говорили, что да, это хорошо, это прекрасно, это мой друг. Вот. Мне лучше друзей нету. Вот тогда прекрасно. Вообще человечество будет цвести только. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.